прошлой передаче программы «Профи» мы говорили об авиаторах, посмотрели, как подготавливаются самолеты к вылету, познакомились с теми, кто ремонтирует их. А сегодня мы с вами узнаем о специфике работы пилотов. Итак, группа авиатехников проверила самолет и допускает дальнейший вылет. Затем за час до взлета к своей работе приступают те, кто непосредственно работает во время полета. В первую очередь это пилоты, затем бортпроводники. Вот так выглядит рабочее место авиапилота. Здесь его окружает множество рычагов, приборов. Именно они информируют летчика о текущем состоянии воздушного судна. Алексей Беловцев, командир экипажа Боинга 757. Сегодня команда Алексея вылетает на рейс по маршруту Якутск-Москва. Командиром Алексей был не всегда. После окончания училища в 1982 году он впервые сел в самолет в качестве второго пилота. И с тех самых пор он не расстается с небом. Вот, налет у меня общий порядка 11 тысяч часов, общий налет. Опыта достаточно. Вот, и в 2007 году я переучился на Боинг. Когда наша компания взяла вот эти новые самолеты, я переучился на Боинг. Вот, сразу на левое кресло сел. А что самое главное в работе пилота? Самое главное в работе пилота, ну, это чувство, что за тобой сидят пассажиры, что ты ответственный за их жизни, нельзя никогда расслабляться. То есть вот это чувство ответственности, оно нас постоянно самодисциплинирует. Ну и постоянно самоподготовка, то есть ты должен постоянно учиться. Ну, собственно, вся наша работа на том построена, что мы постоянно готовимся. Вот. Ну и основной вид самоподготовки, основной вид подготовки — это самоподготовка. Итак, командир вместе со вторым пилотом начинают готовиться к вылету. Сегодня выполняем рейс номер 477 по маршруту Якутск-Москва, аэропорт Внуково. Вот, самолет наш американского производства Boeing 757-200, модификация 200. Вот, ну, на 192 кресла рассчитано, но данная модификация у нас на 191 кресло. Сегодня порядка 130 пассажиров у нас будет. Вот, сейчас мы пришли готовиться к вылету, согласно нашего графика. Ну, за час мы обычно приходим на самолете. Я сейчас осмотрел самолет, вот, замечания по осмотру не было. Сейчас мы приступаем к подготовке кабины, собственно, подготовка вот, всего оборудования. Вот, вы можете посмотреть, как это примерно делается. Landing gear, down, electronic flaps, normal, electrical power, establish. Вот у нас есть такие карты, значит, мы все делаем по карте, то есть, чтобы ничего не пропустить, каждый пункт мы, значит, это внимательно вдвоем проверяем по пунктам прям. Аэросмот, селектор. Второй пилот выполняет, я контролирую. NDC, NAV, Align 7. Maintenance documents, check. Модель 757-200, двигатели наши действуют до 10 апреля. Все, это наши. Это называется Flight Mode Computer, или коротко FMS. То есть здесь заводится весь наш маршрут, то есть это компьютер, который ведет нас по маршруту. Что-то вроде бортового компьютера? Ну, на самолете много компьютеров. Конкретно этот компьютер — это навигационный компьютер, который ведет наш самолет по маршруту. Вот мы сейчас будем маршрут забивать сюда. А вот, скажем так, в чем преимущество вот данного иностранного судна от отечественного? В чем преимущество? Ну, он более автоматизированный, более компьютеризированный, то есть облегчена работа пилотов. Вот, поэтому вы видите, нас всего двое в экипаже. На самолетах советского производства там было несколько членов экипажа, потому что у каждого были свои функции. А здесь, ну, как бы самолет компьютеризированный, автоматизированный, поэтому работа упрощена. И работать приятнее просто-напросто. Вот в этом главное отличие и достоинство самолета. Одновременно с пилотами, также за час до вылета, к своей работе приступают бортпроводники. Они начинают с проверки салона самолета. Мы приходим уже на самолет и выполняем все действия. Принимаем аварийное оборудование, принимаем салон,
проверяем все полностью. После того, как зашли уже в самолет, что вы проверяете? Наличие чего? Ну, чтобы был подготовлен санитарное состояние, было кухни, салона, те же самые пледы, подушки, салфетки. А можете рассказать о сегодняшнем рейсе? Сегодняшний, выполняю рейс Якутск-Внуково, Москва. На данный момент у меня будет 5 бизнес-пассажиров. Ну и жду их. А обучение проходило вообще в Красноярске. Как сложно ли? 3 года я училась, у меня образование бортпроводник. Да нет, в принципе, не сложно. А что требуется от бортпроводницы? Здоровье. Изначально здоровье, приятная внешность, коммуникабельность, я не знаю. А что самое важное в вашей работе? Безопасность. Самое главное – безопасность. Затем к самолету привозят питание, которое будет подаваться во время многочасового перелета. Спросите, где готовят эту еду? Так вот, все питание, которое вам предлагают, готовится в ресторане. Мы сейчас принимаем бортпитание для пассажиров эконом-класса. У нас двойное питание, двойной рацион. То есть сейчас у нас горячее питание, вот разогреваем. Потом вот такой второй рацион, подлетая к Москве за 2 часа, мы будем кормить вторым рационом. Вот сейчас готовимся к рейсу, принимаем питание, проверяем свое оборудование. А вот такую эти продукты поставляются? Это привозит цех бортпитания. Нам доставляется в ресторан «Лайнер». Вот здесь вот все это подогревается, и потом уже во время полета. Вот наши, как бы по нормальному сказать, чтобы понятнее было, это наши печки, которые разогревают вот такие вот косолетки. Здесь у нас находятся кипятильники с двух сторон, тоже подогреваем, завариваем чай, кофе. Вот это вся у нас посуда, это у нас бортовое питание заложено в тележке. А что самое в работе бортпроводницы? Безопасность полета, самое главное. Зачем вы следите за решением всего полета? Следим, как бы у нас вообще идет как бы обслуживание пассажиров до взлета, во время полета и на снижении и на посадке по прилету в аэропорту. А следим за тем, что как бы на борту был порядок. У нас подготовка раньше была, у нас здесь УТО есть, учебно-тренировочный центр. Сейчас у нас обучают в Москве, в ВИМе, это так у нас там называется. Обучение идет там. Высококвалифицированные преподаватели нам дают свои знания. Как долго учились? Как долго учились? Учиться недолго. Первоначальные курсы, конечно, несколько месяцев, а потом у нас идут такие вот просто подготовка, вот КПК у нас это называется, вот, подтверждение квалификации, чтобы мы не теряли свои способности бортпроводника. А знание иностранных языков? Тоже это у нас, конечно, есть и постоянно у нас это все ведется. Мы сдаем и английский язык, и остальные предметы, все обслуживание, питание, аварийно-спасательная подготовка у нас. Это у нас каждый год. А молодые кадры, которые только-только окончили университет, учебные заведения, приходят? Приходят, да, они со знанием английского языка. Девочки очень хорошие, умные, молоденькие, красивые. Итак, самолет готов. Все пассажиры на своих местах. Диспетчер дает разрешение на вылет. Самолет уже в небе на высоте около 10 километров. За моей спиной стоит радиолокатор, который обслуживает 24 воздушные трассы, в том числе 12 международных. Всем этим занимается Нюрбинская организация воздушных движений. Нюрбинский центр обслуживания воздушного движения регулирует полеты в радиусе около 400 километров. Зона ответственности предприятия граничит с Жиганским, Мирнинским, Алекминским и Вилюйскими районами. Все это воздушное пространство находится под пристальным вниманием опытных диспетчеров Нюрбинского центра организации воздушного движения. В Нюрбинском центре ОВД есть 2 типа локаторов. Один большой, который отслеживает всю зону ответственности, а другой чуть поменьше, так называемый аэродромный. Радиус его действия 150-200 километров. Но обо всем по порядку. Служба ПСОС – это радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационной электросвязи. Мы сейчас находимся в основном объекте, который большую часть нашей прибыли
дает обзорный радиолокатор трассовый. И охватывает он зону ответственности Нюрбинского центра. Локатор уже работает с 90-х годов, уже продлеваем. И ламповый. Ну, ребята в основном все окончили учебные заведения гражданской авиации. Постоянно повышают курсы повышения квалификации в учебных заведениях гражданской авиации, при заводе учатся каждые 5 лет. Радиолокационная система работает очень просто. Излучается сигнал, и при обнаружении самолета этот сигнал отражается обратно. Но уже это не просто сигнал, а сигнал с полной информацией о борте. Вот оборудование АЛП «Флотан» называется, предназначен для определения координат относительно, ну, у нас антенна стоит возле взлетно-посадочной полосы, вот относительно, значит, ВПП. И когда при излучении борта, ну, при передаче так, разговора с диспетчером, наш пеленгатор, ну, ловит сигнал и показывает азимут относительно, ну, откуда он. Также излучает радиосигнал, потом уже принимает, да? Нет, он только на прием работает. Это как воздушное судно, как там борт, то есть пилот разговаривает и наш ловит. Пелинг ловит просто и координаты относительно НРБ, можно сказать. Локатор аэродромный, он предназначен только для обнаружения подлетающих к аэропорту самолетов. Кроме радиолокаторов в службе ЭРТОС Тюрбинского ОВД есть и такая служба, которая отвечает за связь с самолетами, а также для вывода их в район аэродрома и производства в посадке. Здесь работает Сергей Петрович Большаков, ведущий инженер дальнеприводного радиомаяка. В хозяйстве у Сергея Петровича оборудование в основном старое, советское, но связь обеспечивает безупречно. Данная аппаратура предназначена для связи с бортами, с воздушными судами на коротких волнах. Эта радиостанция называется «Береза». Вот на коротких волнах с воздушными судами производится связь. А с какой высотой работаете? Высота это не играет роли, это в основном для полетов вертолетов и наших местных воздушных судов, в основном на Накы. Вот в районе Накы производится связь и производство там управления воздушными судами. А по какому принципу работает оборудование? Можете показать? Принцип обыкновенный, как я, если технические данные вдаваться, то это передатчики мощностью на выходе где-то 4 киловатта, связь на коротких волнах, а как работа, это технически я сразу не могу вам объяснить, это надо учить, во-первых, как это происходит работа. А с международными здесь на связь не ходите? Обязательно. Вот радиостанция работает для связи на высотниках, то есть на эшелонах, когда происходят полеты, ну, иномара, как говорят. Международного рейса? Да, международных рейсов. Вот у нас основная аппаратура этого объекта. Это дальнеприводной радиомаяк с маркерным радиомаяком. Это сигнализирует о пролете нашего объекта на определенной высоте. Дальше идет снижение на ближний радиомаяк. Там уже на совсем другой высоте, гораздо ниже. Поэтому вот основная аппаратура нашего объекта это вот дальнеприводной радиомаяк с маркерным радиомаяком. Давайте пойдем посмотрим. Антенна работает постоянно. И, кстати говоря, вот долго находиться на этом месте не рекомендуется. А почему? Излучение, потому что все это идет вниз. Ну и это самое. Это аппаратура на излучение. Передатчик, как называется, передающее устройство. Рядом дизель, специальная аппаратура для питания. В момент отказа сети происходит автоматическое включение дизеля. Дизель, то есть автоматически включается? Все абсолютно. При подаче напряжения, ну, электроэнергии сюда, дизель автоматически отключается. Поэтому все здесь можно и не беспокоиться, работать будет всегда. То есть периодически подходить, проверять и все само собой? Да, ну, ежедневное техобслуживание или какое-то там
через определенную наработку. А так само не работает. Само себе поработать. Можно управлять абсолютно с КДП. Там есть пульт вынесенный, он можно не нужен передатчик. Диспетчер может выключить, включить, когда надо. Все автоматически. Итак, оба локатора собрали информацию о наличии воздушных судов в зоне ответственности предприятия. Тут же весь сигнал обрабатывается и прямиком отражается на пульте у диспетчера. Авиадиспетчер перед тем, как приступить к смене, проходит обязательный медицинский осмотр. К слову говоря, требования к пилотам и авиадиспетчерам одинаковые, ведь и те, и другие несут ответственность за безопасность полетов. Вот так каждый день рабочая смена авиадиспетчера начинается с измерения артериального давления. Юлия Валентиновна, расскажите, пожалуйста, что проверяется при прохождении медосмотра перед каждой сменой? У нас диспетчера перед каждым заступлением на смену обязательно проходит предсменный медосмотр. Проверяется, сначала у нас жалобы, наличие жалоб есть, нет. А потом частота пульса, давление, кожные покровы, внешний вид, общее состояние то есть диспетчера. И делается допуск, тогда он поднимается уже туда, на рабочее место. А чем вы руководствуетесь при проверке? У нас имеются федеральные авиационные правила такие. Здесь буквально указывается все? Да, все указывается. У нас специальность имеется авиационная медицина, обучались в Москве, и каждые 5 лет туда ездим, обучаемся. Сертификат специальной авиационной медицины есть. А кроме повседневного медосмотра перед вступлением в смену, есть какие-нибудь углубленные медосмотры? Обязательно. Они проходят полугодовой осмотр, годовой осмотр. И через каждые 2 года они проходят ВЛЭК, врачебно-летную экспертную комиссию. Углубленный медосмотр они проходят. То есть там все проверяется? Все проверяет, как и летный состав проходят они. То есть вместе с пилотами, со всеми они проходят? И пилоты, и диспетчера, и они проходят через каждые 2 года. То есть у них одинаковые требования? Одинаковые, совершенно одинаковые требования. А в каких случаях авиадиспетчеры не могут допустить к работе? Например, частота пульса повышенная или давление немножко повышенное, тогда мы отстраняем от работы. Затем идет обязательный инструктаж. Инструктаж смен номер 1, медконтроль проводим свидетельство наличия. По плану полетов когда система Морпакович? По плану полетов у нас наша 8-ка на Накын, как обычно слетала, уже сидит здесь, и дальше у него сандеж, дежурство до 9 вечера местного. Медио. Синаптическая ситуация. Гребень, периферия гребня, центр антициклона на юго-западе от Нюрбы, ведущий поток северный, 40 км в час. Фронтов в районе обслуживания нет, фронтальная система далеко от Нюрбы на востоке. Условия хорошие, по Вилюйску и Сунтарам временами 5000, слабый снег. Фактическая в Нюрбе 222, условия хорошие, минус 24, давление 7,64. Итак, после инструктажа и медосмотра диспетчер принимает смену. Сейчас мы находимся в командно-диспетчерском пункте. Допустим, сейчас диспетчер ведет управление местными авиалиниями. А сейчас мы пройдем в диспетчерскую, где ведется управление воздушными судами на международных трассах. Смена номер 1, 05:00. Егоров Александр Владимирович смену принял, с основными запасными погодой ознакомлен, литерных подконтрольных нет, аппаратура проверена, работает, смену принял. Вот сейчас мы проверяем связь со смежными центрами. Всех я проверил, сейчас остался Лёкма, вот громкую связь включил. Занято. Это значит, он получил на передачу борт. Вот видите, вот самолет идет. Вот. С Мирного. Мирный как раз работал, почему я так долго ждал. Он как раз не мог мне ответить, потому что работал
по передаче самолета. Вот этот самолет сейчас подойдет к Алёкминской зоне, я вот подниму немножко. Видите, точка вобла — это контрольная точка входа в зону Алёкминска. То есть через зону ответственности... Ой, в основном 12, да, вот, международных. Трасс? Да. И вот львиная доля всех полетов — это, в общем, иностранцы. Наших мало, честно говоря, наших очень мало. Вот смотрите, вот это вот Pacific Airlines, это американская авиакомпания идет. Видите, сколько их тут? Целая куча. Вот Continental Airlines, United Airlines. Он сейчас выполняет кроссполярную линию. Вот если представить земной шар, представляете, да, земной шар? Раньше летали вот так, в обход, а сейчас они напрямую через Северный полюс. Экономится время, топливо и так далее. Очень удобно. Air Canada 031, your control. Air Canada 031, over Tibet. Air Canada 031, maintain present level 360, contact Alokma 127.8, bye-bye. 127.8, Air Canada 031. Все, мы с ним попрощались, я ему сказал поддерживать вот этот эшелон, на котором ему задано лететь, и отправил его для работы в Алёкминскую зону. Назвал частоту, и он с ним... То есть до Алёкма он без изменения... Он будет... Да? Нет, а там уже диспетчер под себя будет, у него может быть пересекающие в это время, понимаете? То есть вот такая вот механика работает. А вот для работы диспетчера какие качества нужны? Какие качества? Ну, в общем, личные качества такие. Быстрая сообразительность нужна, потому что я же вам говорил, от оценки до принятия решения времени очень мало. Вот иногда здесь, вот я сейчас покажу реально вам, да? Вот смотрите, вот здесь заходит самолет. Он на эшелоне 360, ну примерно. И здесь заходит самолет, оказалось случайно по каким-либо причинам, тоже на эшелоне 360. Ну такие бывают моменты, что накладка какая-то произошла. Он пересекал из-за турбулентности, занял ненужный, ну не тот эшелон, который бы надо было. И что получается? Вот смотрите, до точки пересечения здесь ему 2 минуты этому самолету и 2 минуты этому самолету. То есть 2 минуты и до свидания. А тебе надо увидеть, опознать, сообразить, что делать и изменить. А пока пилот начнет тоже двигаться, потом инертность машины, это же тоже какой-то момент времени требуется. Поэтому вот видите, даже вот на этом пересечении, пожалуйста, лимит времени 30-40 секунд. Все. Дальше уже должно быть выполнение действий, иначе не успеет самолет. Потому что для того, чтобы реально отклониться, это надо как минимум 40-50 секунд. А лучше всего минуту. Нет, о развороте не идет речь. Нет, хотя бы чуть-чуть отодвинуть его. Чтобы не был, хотя само по себе это уже инцидент, но хотя бы, чтобы люди остались живые. Нам нужно что самое главное? Спасти людей. Так вот, на 40 секунд на принятие решения. Вот подумайте, какая штука. Итак, на сегодня все. А в следующем выпуске узнаем поподробнее о работе авиадиспетчера. Узнаем, какие подготовительные курсы они проходят и многое другое.